Добрый вечер, дорогие товарищи. А вечер сапраўды таки добрый. Ну, что я повинен вам сказать? Задача моя, конечно, нелегкая. Потому что на таких сустречах легче за все поэтам. И они могут читать верши. Ну, я, конечно, роман не отважусь почать читать. Боюсь, что мы тут и зазимуем все, и снегом нас замете. Тому мне придется, конечно, сегодня головным чином говорить. Говорить самому и отказывать на ваши питания. Я не сомневаюсь, что, конечно, питания у вас будут, потому что я знаю из опыта ранейших передач, что, звичайно, на таких передачах, конечно, питаний немало задают. Наша литература досягнула особливо великих поспехов за паслявоенные годы. Мне просто хочется нават колькость привести. Может, в литературе колькость не лепший показчик. Это не в сельской господарстве и не в промысловости. Ну, нечто говорить и колькость. Вот когда мы собрались на первый послевоенный пленум Союза письменников, в Союзе письменников было 42 члена Союза всего. Это маленькая жменька на такую республику. Это там, понимаете, 10 прозаиков, 12, там 15 поэтов, критиков несколько, письменников, которые пишут для детей, и все. Но справа не только, значит, у колькости, еще раз повторяю, справа у якостном росте нашей литературы. Что вот зараз, сегодня, нам, представникам белорусской литературы, не соромно сесть за круглый стол с представниками любой самой развитой литературы. Мы маем что, так сказать, покласть на этот стол, мы маем про что сказать. Вот это уже якостный показчик, вельми серьезный показчик. Ну, якостный показчик еще то, что з года ў год расце колькасць перакладаў беларускай літаратуры на іншыя мовы. Першую чаргу, конечно, на нашу агульнадзяржаўную рускую мову, на мовы братніх народаў нашай краіны, на украінскую, казахскую, узбекскую, молдавскую, литовскую, эстонскую, и, одним словом, чувашскую, башкирскую. Амаль на все мовы перекладаются лепшие творы белорусской литературы. А кроме того, творы наши, значит, уже завоевывают и сусветный книжный рынок. Стало уже звычайно, так сказать, з'явой выход наших книжек и в Варшаве, и в Берлине, и в Бухаресте, и в Будапеште, и в Софии, и в Белграде, и вот в Париже, и в Лондоне, в Хельсинки. Так само нередко уже выходят книжки белорусских письменников. Ну, что я повинен сказать? Головным чином, конечно, перекладаются и широко выходят наши романы и оповести про Великую Отечественную войну. Тут мы накопили много, тут мы написали хорошо. Но я думаю, что заслуга это, так сказать, не наша, не письменницкая. Заслуга это нашего народа, который в годы войны показал, так сказать, бесприкладный героизм. Вот я помню, когда я писал свою глубокую плынь, это было в 47-48 году, натурально, конечно, я был в вельми тяжком становищі. В той час еще никто ничего не написал. И нават документы гэтыя не были еще собраны ни в архивах, ни в музеях, нигде. Приходилось просто так на руках користаться, кто заховал их с командиров, комиссаров отрядов, комиссаров бригад. Конечно, зараз мои молодшие коллеги находятся в значно лепшем становищі, коли берутся за тему героичного подвига народа, потому что в их руках колоссальнейший материал, богатейший материал, и документальный, и опыт мастацкой литературы, кино, живопису, скульптуры.
Это все, так сказать, певным чином уплывае. Але з'являецца хорошая скульптура, она ўплывае і на нашего брата. Комплекс Брэсцкі или Тихотынь, она не может не уплывать, так сказать, на глубину показа и трагедии нашего народа, и его героизма. Ну, что мне сказать, что дотычит других тем? Ну, мы где-то вступили уже довольно грунтовно в город, белорусские письменники. Потому что ранее, конечно, наша литература традиционно была литературой сельской темы. Мы вступили в город. Но тут я одразу повинен самокритично сказать, что покуль что мы добрались только до интеллигенции. До врачов, до журналистов, до самих себе, до письменников, до некоторых проектных институтов и, по-моему, еще, так сказать, до рабочего класса амаль не добрались. И як еще до тракторного ці автомобильного завода, до інших, так сказать, гигантов нашей индустрии, которые выросли в послевоенный час, мы еще никак, так сказать, не доходим. Тут маловато. Ну и другое, конечно, я сказал, что тема села традиционная тема. Але знов-таки я писал уже про это, еще раз хочу повторить, где-то мы отступаем от села. Где-то мы тратим эти традиции. Где-то мы не смело узнімаем те конфликты и те проблемы, які мають місце в сьогоднішніх колгасах, в сьогоднішніх совгасах. А проблемы там серьезные, цікавые. Есть много, конечно, позитивного, такого, что достойно, так сказать, хвалы и славы. Есть много, конечно, и негативных з'яв, которые так само могут служить конфликтами и для прозаиков, и для драматургов, для гумористов, для сатириков. На великий жаль, в этом плане мы еще робим далеко не все. Я вам скажу, так сказать, отступаючи, что неколи со з'явленнем вот этих камер, со з'явленнем телебачення, я боялся. Меня опановывал страх, что нас перестанут читать. Но на великое счастье это не сдарилось. Я вам могу провести такие личбы, которые меня ошеломили, нават меня, когда я дознался, я их ранее не ведал, что в Украине 40 миллиардов книжек. З их во всех, так сказать, державных громадских библиотеках 4 миллиарды, а 36 миллиардов в приватных библиотеках. Думаю, что, поскольку я бачу, что уже там питання, они могут еще поступить, и мне в кишеню их насовывали перед этим еще, эти самые питання. Вот, бачите, целый жмут, а? То, може, з вашого дозволу, я вже й перейду до відказів на ці питання. О, бачите? Я проглядів питання, ніяк навіть от згрупував. От питання таке, допустим. Уважаемый Иван Петрович, наша семья очень любит ваше произведение, поэтому очень хочется знать о вас как можно больше. Хочется слышать именно от вас о вашем детстве, ваших родителях. Вообще интересно все, что вы найдете нужным рассказать о себе. Ну, что я повинен сказать? Ну, биография моя в школьных подручниках есть. Ну, народился я в 21 году, ведаете, в студені месяце. Народился я в бедной селянской семье, вёсцы Корма, Добрывского района. Это той куток Беларуси, где, як кажуть, певень спевая на 3 республики. Потому что где-то до РСФСР у нас, по-моему, километров напрямую 5, до Украины километров, там, я не знаю, 15, видать, от нашей этой вёски. Вот в таким кутку я народился. Когда мне было 4 года, батька, поскольку семья была малоземельная, поехал працевать лесником
і все моє маленство пройшло в лісі. Притым тады было модна леснікоў перакідваць з аднаго месца на другое, і я ездил, понимаете, як цыган от одной вёски до другой. Я, пакуль кончыў 7 класаў, зменіў, я так, зараз успомню, 4 школы. 4, хотел сказать 5-4 школы. Я зменіў, пакуль кончыў 7 класаў. Пасля я падаўся у чыгуначны тэхнікум, але мяне не прынялі туды, потому што не хапала гадоў. Я хадзіў па Гомелю і чытаў аб'явы, куды ж можна ўціснуцца, конечно, будучи 15-гадовым хлопцам. І прачытаў, значыць, аб'яву аб наборы ў тэхнікум будаўнічых матэрыялаў. І такім чынам я 4 гады вывучаў, як робіцца цэгла, чарапіца, цэмент. Теперь я, конечно, уже не ведаю, да і тэхналогія зусім іншая, як гэта робіцца. Ну, тады я вывучаў і нават атрымаў дыплом з адзнакай в 40-м годзе. Працаваў недоўгі час в Беластоку. Была тады Беластокскае воеводство, значит, пасля вызвалення Заходняй Беларусі в 39-м годзе. Але тады ж у 40-м годзе я быў прызваны в Чырвоную армію, служыць трапіў у Мурманск, і там же сустрэў і вайну. Стралялі мы уже на другі дзень. Я ў зенітнай артылерыі быў. Першы дзень ішоў дождж 22 чэрвеня, і палётаў нямецкіх самалётаў не было. А раніцой 23 нам прыйшлось страляць. Стралялі мы, конечно, неумела. Немцы бомбили нас безлітасна, но але потом, вы знаете, научились и мы стрелять. Уже через месяц мы их загнали на вышыню 3, 4, 5 километров, откуль уже прицельно бомбить довольно тяжко. Прицельно бомбить. Но я не спыняюсь на этом своем периоде по той простой причине, что это все, я могу раскрыть вам тайну, ну, может быть, так сказать, с певным отхилением, с певным вымыслом, написано у моей этой пентологии «Тревожное счастье». «Тревожное счастье». Пентология. Там передвоенная повесть. Знову-таки по секрету скажу, что ну, женился я там же, и гэтак же, як женятся мои герои. И так само перед войной. Во взросте 19 годов. Так что я, як бачите, спешался по этой части. Ну, послевоенный уже период. Значит, воевал я до 45-го года, под Берлином кончил войну. В 45-м году зволился, жонка моя працавала фельдшером, там же на Гомельщине, в былым Тереховском районе. Я туди приїхав і почав працювати наставником. Викладав я білоруську мову, літературу, Конституції і навіть німецьку, яку сам не ведав. Но тоді наставників не хапало, нагрузка була по 30-35 годин, я вам скажу. І, значить, просто мене примусили. Я все-таки перед этим побив півгода у Германії. Так, трошки нібито чомусь навчився, розгромивши фашистську Германію. Была ли у вас с детства мечта стать писателем? Ну, я вам скажу, конечно, мары такой не было. Это дивно, как с самого маленства там з'явилось жадання и мета, что я стану письменником. Такой мары не было у меня. Але верш я почав где-то писать с 5 класса. И с 5 класса был неизменным редактором настенной газеты. И, как правило, один ее выпускал. Заметки же не хочет писать, а? Я не знаю, як зараз. Зараз то пишуть, а тоді, значить, сам випускав газету. І от
Ну, верши я писаў не толькі, конечно, ў 5 класе. Я вершы пісаў і тады, калі быў студэнтам. Тады яшчэ больш актыўна пісаў, потому што хадзіў уже да дзяўчат, заліцаўся. Значыць, часам, калі закахаешся, тады прыходзіш і цэлую ноч строчыш верш. В любую кнігу аўтар укладае частину свайго «я». Ну, в этом, конечно, не только частина. Тут есть, так сказать, ну, целые кавалки моей биографии. И в той же повести, я сказал, «Неповторная весна», и особливо в повести «Огонь и снег», и особливо в повести «Мост» послевоенный, коли я працаваў. Все тыя факты, вот я працаваў настаўнікам, адначасова был секретаром сельской территориальной парторганизации. Значит, все факты моего жыцця, дзейнасці, маёй дзейнасці, там старшыні калгаса, сельсавета, значит, и жонки маёй, як, значит, фельдшера, акушерки, значит, все эти тяжкости. Я думаю, что мы много написали про войну, но мы еще мало написали про тяжкости от першых пасляваенных гадоў. А яны, я уже не хочу затрымліваць у вас увагу, сапраўды такі былі великие. Иван Петрович, скажите, пожалуйста, ці доўга вы писали свой першы твор? Ну, першы твор, ну, тяжко, я нават не знаю, что назвать. Я писал все-таки верш, я вам сказал, тым ліку і ў войну. И в войну я надруковал несколько вершаў. В армейской газете надруковал. Значит, первая такая, ну, серьезная речь в прозе была написана мной в 43-м году, может, в початку 44-го, это «Поеданне ў снежной пустыні», которую, конечно, я опубликовать здолеў только в 46-м году, когда вернулся. Притым, ранее я опубликовала повесть «Помста», которая была написана в 45-м году после заканчэння войны в Германии. «Помсту» я эту написал, конечно, на одном дыхании. Ну, по-перше, это всего 2 аркуши, 50 сторонок на машинце. Но я помню, что я, видать, это отмахал где-то тыдни за 2, понимаете. Молодый же был, энергичный, война кончилась. Полный життя, понимаете, полный надей. И тому я писал. Я, допустим, удивляюсь, как я писал свою глубокую плынь. Там тяжкости больше были, чем после войны в Германии. Там я был, понимаете, так сказать, офицером, комсоргом дивизиона, меня кормили, меня одевали. Паперы у немцев было доволі. А когда я приехал к себе на Гомельщину, паперы нема, лямпы нема, при газничці. И 30 годин нагрузка в школе, и 6 таких колгасов, что в одном, я помню, было всего 4 кони. Теперь так. Які з ваших творів вам найбільш близькі, дорогі і по якій причині? Отказати на це питання вельми тяжко. Ну, це все одно, що запитати у маті, ну, кого з дітей вона більш любить, а? Ну, вот коли любить, понимаете, кого-то больше, так все-таки у їх хопить тактовности не говорить про это. Так, видать, и мастак, так, видать, и письменник, так само. Но я могу сказать, что вот тревожное счастье, ну, не забывается. Может, такие термины живу. Потому что романы, написанные 20-25 годов, уже некоторые герои неголовные и забылись. А вот о тревожном счастье, тому, что это властная биография, властное пережито, никто не забылся. То есть это не как греє больше, это как быцем бы ближей. Ваши творы широко экранизуются. Як вы ставитесь до экранизации ввогуле? Я вам скажу, конечно, справа это, видать, необходная, но справа тяжкая. И мне как раз больше подобаются телевизийные фильмы.
Тому що вони многосерійні. Все-таки екранізація романа потребує шмат серійності. Ну, страти, безумовно, є. Режисери почали, по-моєму, зловживати. Як драматург ви постійно зв'язані з білоруським театром. Який, на вашу думку, стан Білоруського національного театру? Ну, я вам скажу, що сучасний його стан нас, білоруських драматургів, не вельми задовольняє. Розумієте, система планування така, що не стимулює ця система розвиття білоруської драматургії. Ну, театр, як правило, ставить 3, це вже обласні, може, які 4, академічні не більше 3 спектаклі. Класику їм треба поставити. Там пьесу русскую такую, какая нашумела и широко пошла там, значит, а там еще, так сказать, возьмут венгерскую и немецкую пьесу, и на белорусскую на углу уже не застается. Думаю, что это з'ява ненормальная. В повести «Первый генерал» есть такое выражение: «Самое трудное испытание – пройти через славу». Как вы сами относитесь к этому? Прошли ли вы через это испытание? Ну, я вам скажу, соправдись, это все-таки нелегкое выпробование славой. Конечно, это довольно умовно. В молодости хотелось ее. А зараз уже, может, привык, спокойно относишься. Однако, конечно, приемно, коли тебе хвалят, горш, коли тебе лают. Текать вас песен это тоже белорусский композитору, поэту. Ну, поэтому, конечно, я не могла не текать, поскольку я был в керівництві Союза, и мы там проводили совместно с композиторами целые нарады и пленумы именно по песне. Ну, натурально, конечно, что песни я люблю слухать, вот сам голоса не маю. Так, коли один, так могу проспевать нечто, а на публику, конечно, не отважуюся спевать. И амаль всіх белорусских композиторов я ведаю, многие из них мои особистые сябры, так что живем мы одной семьей и сустракаемся доволі часто. Яку з'яву в нашому житті ви лічите саме ганебну, з якою треба змагатися в першу чергу? Ну, я вам скажу, що і бюрократизм, і злодейство, і хабарництво, значит, и это накопительство, споживецкие тенденции, все это з'яви, з которыми треба змагатися, і в тим ліку сродком нашої літератури. Як ви ставитесь до сучасної молоді, до проблеми розводу? Я ставлюся хороше до сучасної молоді, но що дотичить проблеми розводу, це вельми серйозні, товариші, проблеми. Вельми серйозні. Все-таки це ненормальна така кількість розводу. Ми всі разом, і громадські організації, і наша література, і наше кіно повинні бити тривогу. Иван Петрович, есть ли у вас какое-нибудь увлечение помимо литературы? Какое, если да? Я вам скажу зараз, вот зараз, самое, так сказать, великое мое захопление – это гулять с внучкой. У меня есть внучка Машенька. Я лічу, що більш цікавіше занятку і більш цікавого відпочинку нема. Хоч вона вже десь відчула свою владу над дідом і починає командувати, ну все одно то нарешті і команди є цікаві і приємні. Я щиро і сумленно відказав все-таки на многі питання. Дозвольте мені, дорогі товариші, пожадати вам в новому годі всього самого найлепшого, доброго пльону в праці, здоров'я, щастя і щиро дякую вас за ту увагу, з якою ви вислухали і моє виступлення, і відкази на ваші питання. Дякую.